Недавние аварии на теплотрассах показывают, что запас прочности этих труб, проложенных еще в советское время, постепенно исчерпывается. И еще хуже то, что не хватает средств на их ремонт и модернизацию. По большому счету мы до сих пор во всех областях проедаем и протрачиваем те ресурсы, которые были накоплены прежними поколениями, а новых запасов не делаем. И иногда боишься, что скоро скажут, что и само государство уже подлежит ремонту. Аварии случаются везде, но серьезные службы и страны отличаются своей реакцией. Они быстро ликвидируют последствия и делают так, чтобы больше такое не повторялось. В Кыргызстане же даже учет использованного тепла в большинстве случаев проводится по-прежнему стародедовским методом, по количеству квадратных метров или числу прописанных граждан, то есть на глазок. Так что появляются немеренные возможности для коррупции. И при этом нам постоянно внушают, что и электричество, и тепло предоставляются нам ниже себестоимости. О проблемах теплоснабжения Елена Яковлева. Строительство столичной теплоэлектростанции началось еще в 1958 году, и по тем временам оно считалось одной из крупнейших в Союзе. Изначально ТЭЦ предназначалась для энергообеспечения комвольно-суконного комбината, и после запуска в 1961 году первого агрегата ее мощность составляла всего 50 мегаватт. На сегодня, имея в наличии 11 турбоагрегатов и 24 котла-агрегата, производственная мощность предприятия составляет 660 мегаватт или 660 тысяч киловатт, что в переводе на тепловую энергию составляет 1440 гигакалорий в час. Бишкекская ТЭЦ – это уникальный энергообъект. С началом энергокризиса в Кыргызстане эксперты отмечали, что Бишкекская ТЭЦ вполне справилась бы с выработкой дополнительной электроэнергии, которую тогда не надо было закупать в Казахстане. О дороговизне казахского импорта уже говорилось не раз, однако на этом громком фоне как-то тихо утвердились тарифы на теплоэнергию по цене в 917 сомов за 1 гигакалорию для бытовых потребителей и 1557 сомов для промышленных предприятий. У нас в законе записано, что тариф должен быть экономически обоснован, но социально приемлем. И вот эта вот необходимость, как говорится, социальной составляющей, она вот не позволяет, так сказать, на сегодня реализовать как электрическую, так и тепловую энергию по ее себестоимости. Себестоимость гигакалорий тепловой энергии, как выяснилось, составляет 1557 сомов. Именно эту цифру утвердил департамент по регулированию ТЭК. Покупной же тариф теплоэнергии, который вырабатывает на столичной ТЭЦ, составляет 315 сомов. По этой стоимости тепло отпускается в Бишкек-теплосеть. Ну а до конечного потребителя оно уже доходит по тарифу в 917 сомов, что тоже ниже себестоимости. А довольно большая разница покупной и отпускной цены, как говорят на предприятии, заложена на покрытие затрат и ремонтные работы. Они заявляют, что большой расход идет на ремонт. Давайте мы с вами проверим. И эти утверждения, что 917 сомов, это и есть достоверные сведения, достоверный тариф, предлагаемый для населения. Есть у нас все основания сомневаться. Бишкек-теплосети заверяют, что у них все прозрачно и открыто. На балансе предприятия сегодня находится более 400 километров тепломагистралей, из которых более 70% уже отработали свой нормативный срок. Также имеются 19 насосных станций, в которых у большей части оборудования тоже уже вышли сроки эксплуатации. Все это вкупе требует больших затрат на обслуживание. Когда мы говорим об обосновании, надо ли поднимать тарифы, то есть, если мы хотим иметь качественное снабжение теплом и горячей водой, не просто качественно, скажем, надежное, вы видели, вот какие у нас были порывы на прошлой неделе. В силу того, что наши сети изношенные, порывы будут, но мы должны их быстро и в кратчайшие сроки устранять. И чтобы обеспечить, поднять надежность теплоснабжения, нужно, конечно, вкладывать. А труба вообще... Раньше, по-моему, вот это была горячая вода, а сейчас вообще холодное все. Для 76-летней пенсионерки Римы Золотаревой новость о вступивших в силу тарифах на тепло не стала открытием. Она уже привыкла к тому, что зимой трубы и батареи у нее дома еле теплые. Зато по счетам всегда приходится платить по полной. И здесь бы ей также не помешала дополнительная финансовая поддержка, как и Бишкек-теплосети. Конечно, дороговато. Вот я сейчас оформляю документы, они в прошлом году не давали субсидии, а сейчас будут давать субсидии с января месяца.
Я вот должна вот здесь все заполнить, председатель наша, бухгалтер, должна все заполнить, и все данные по отоплению. Как считает Зульфия Марат, прежде чем утверждать эти тарифы, все исходные данные должны были сначала пройти аудит. Также нужно было провести техническую проверку предприятий ТЭЦ и Бишкектеплосеть. Иначе получается медвежья услуга, когда вновь потакают неэффективной работе государственных компаний. Аудит нужен в той части, скажем, как бы произвести переоценку основных средств, чтобы знать, потому что, как вы знаете, амортизация начисляется на стоимость основных средств, начислять амортизацию, чтобы производить капстроительство, другие работы, чтобы реально иметь картину по основным средствам. Аудит необходим. В этой ситуации, когда предприятие испытывает дефицит свободных средств, эксперты советуют государству сотрудничать с бизнесменами, которые могли бы вкладывать средства в энергетический сектор, давая им налоговые послабления, чтобы последние вкладывали также и в ремонт насосных и котельных станций. Иначе, чем выше правительство будет поднимать тариф за свет и тепло, тем всегда будет больше вопросов у населения. Елена Яковлева, Ислам Дуванаев, Манас Бакешев, НТС. Итоги недели.